Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ваш жизненный путь». Это будет опять расклад на одну позицию. Мы продолжаем цикл наших замечательных раскладов, будь то бы индивидуальных. И напоминаю, что это видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Я вам сейчас дам на выбор два камушка. И вам нужно будет определить, какой загадала из этих камушков я. И когда вы выберете, сделаете свой выбор, я объявлю, какой камушек я загадала. Если он совпал, значит расклад 100% ваш. Если не совпал, расклад все равно может быть вашим. Просто при выборе камушка вас могла подвести интуиция, да? То есть все равно этот расклад можно смотреть, это совершенно не запрещено. Итак, перед вами черный турмалин и дымчатый кварц. Какой камушек я загадала, определите. То есть загадайте тоже свой камушек. И надеюсь, что каждый из вас определился. Я загадала черный турмалин. Если все совпало, если вы тоже загадали черный турмалин, значит, этот расклад уже 100% ваш. Если нет, но этот расклад все равно может, конечно, вам многое дать, потому что расклад «Жизненный путь». Ваш жизненный путь – это такой философский расклад, психологический и в то же время позволяющий как-то преодолевать, да, какие-то барьеры. Вот, поэтому давайте используем нашу колоду de los Magos, Таро магов. Это колода из Испании. Она мне очень-очень нравится. Я ее, когда заказала, так ждала, когда она придет. Это было что-то с чем-то было. Хорошо. Берем наши карты. Видите, рубашечка такая прям шикарная. Перемешаем. И сначала, как обычно, вы сдвинете 3 раза. Вам нужно прямо представить себя, ваш жизненный путь, вашу дорогу. Вот как она у вас выглядит, напишите. У кого-то это большая, красная, широкая дорога, у кого-то тернистый путь, у кого-то все в камушках, у кого-то посреди дороги вообще лежит бурелом. Кто-то представляет эту дорогу желтой, кто-то даже выложенную желтым кирпичом. Кто-то зеленый, кто-то синий, кто-то белый. Вот понимаете, у кого что. Вот напишите, как вы себе представляете сейчас ваш жизненный путь. И вот представьте себя, что вы встаете на этот жизненный путь, кто с вами идет, или вы идете одного. И, может быть, вам лучше взять за руку Бога, как вы его себе представляете, своего ангела-хранителя. Это очень хорошая практика. И, конечно, очень хорошая практика убирать со своего пути все препятствия, если вы их увидели в медитации. И теперь вы сдвигаете 3 раза. 1, 2 и 3. И смотрим, что же там на дне колоды, какое послание. Ага, видите, 10 мечей. Диес де эспадас. 10 мечей. Она показывает, что у вас финал, да, то есть вы с чем-то прощаетесь сейчас, со своей прошлой жизнью, может быть, с каким-то человеком, с какой-то историей, своими проблемами. Кто на самом деле с чем прощается, кто-то вообще с болезнями прощается. Говорит: болезнь, уходи, я прощаюсь с тобой, да. У кого какой настрой на самом деле. Но что-то нужно отпустить. Что-то нужно отпустить, и будет все теперь иначе. Вы вступаете в новую эру совершенно точно. 10 мечей это всегда подтверждает. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим, кто пришел к нам с вами на расклад. Кто пришел на расклад? Кто вы? Ваша карта. Прям первую почему-то захотелось взять. Так, ну у нас тут 5 кубков пришла. Человек действительно опечаленный чем-то. Может быть, вы что-то недавно потеряли. Может быть, что-то упустили. Какую-то возможность. Бывает такое, что произошла утрата. Допустим,
человек от вас ушел, там, да, из отношений, потеряли работу, или кто-то там болеет, да, кажется, здоровье потеряли, мол, сейчас есть у вас остались 2 целых кубка, но вы их не замечаете, вы печалитесь из-за 3 пролитых кубков, то есть из-за чего-то упущенного в своей жизни вы можете расстраиваться. И также жалеть о том, что там потерялись с кем-то связи, отношения, может быть, какие-то возможности ушли даже в воспитании детей, бывает, жалеешь об этом. Но в любом случае, в жизни у каждого из нас бывают разочарования и трудности. Даже и у меня. У каждого есть проблемы. Порой смотришь на жизнь другого человека, и твоя тебе кажется счастливой. Бывает, смотришь на жизнь другого человека, твоя кажется тебе пустой. Все познается в сравнении, но если сравнивать себя с прошлым собой, это самый лучший выход из положения. Тогда вы будете точно знать, что вы правы в своих оценках, да? Я стал лучше, чем я был. Или я стал хуже, чем я был. Я остаюсь на том же уровне. Что поменялось в вас по сравнению с вами? Стали ли вы лучше? Вот так лучше рассуждать, да? Поэтому карта показывает человека, сожалеющего о чем-то. Но это говорит просто о том, что вы не видите того, что у вас осталось, своих возможностей, своих каких-то плюсов в жизни. У каждого из нас есть плюсы. Ну, у кого-то есть имущество, а у кого-то нет. У кого-то есть дети, а у кого-то нет. У кого-то есть муж, жена, а у кого-то нет. Понимаете? Какие у вас есть плюсы? Напишите, что у вас осталось. Да, вы можете что-то потерять, это нормально. Но что-то остается, правда? Хорошо, давайте посмотрим, на каком жизненном пути вы сейчас находитесь. Ваше настоящее положение. Ваш жизненный путь. На каком жизненном пути вы находитесь? Это жизненный путь 6 пентаклей. Человек, который многим помогает, но и люди помогают ему. Это взаимодействие с миром. Плодотворная, в принципе, работа. Человек старается быть человеком. То есть тем, кто приносит пользу окружающему миру. У вас благородный жизненный путь. Если вы печете хлеб, готовите пищу, продаете в магазине, делаете кофе людям по утрам, убираете улицы или даже здания. Может быть, вы водите транспорт, а может быть, вы кого-то стрижете или делаете маникюр. Знаете, что каждый раз вы приносите огромную пользу. Вам кажется, что вы делаете обычную заурядную работу, но ведь это же не так. Самая лучшая работа, самая полезная, она выглядит заурядной. Представьте, что вы идете по лесу. Вы идете по лесу и уже 3-й день ничего не ели. А может быть, еще и вас мучает жажда. Для вас сейчас самое главное – это попить. И второе самое главное – это поесть. Потом вы будете думать обо всем остальном, о философии, о психологических травмах, любит вас кто-то или ненавидит. Сначала вы хотите попить. И если вы возите воду, если вы обеспечиваете очистку воды, если вы обеспечиваете водопровод, значит, вы делаете для человека, для людей, для общества высшее благо. Первое, о чем, проснувшись утром, думает человек, что ему нужно попить. Если вы обеспечиваете канализацию, он думает о том, что каждое утро не только чтобы попить, еще сходить в туалет. Или помыться. Это его естественные нужды. Если вы обеспечиваете все это, или печете хлеб, или продаете еду, или готовите, или там какой-то этап обеспечиваете, выращиваете, что-то делаете, вы обеспечиваете самое главное. Просто поймите это. Если вы обеспечиваете человеку красоту, как ногти, лицо, там губы, я не знаю, ресницы, волосы, вы доставляете истинное удовольствие. Принадлежность к этому миру обеспечиваете, укрепление в обществе,
привлекательность. Понимаете, каждый из нас несет какую-то важную функцию. И ваш жизненный путь состоит из этого. Вы выполняете свое предназначение. Вы несете пользу. Да, кто-то несет пользу и вам. Но вы винтик в этом большом механизме. Винтик сейчас вынуть, механизм весь развалится. Понимаете? То есть на вас все держится так же, как и на другом человеке. На других людях. И значит, вы нужны. Понимаете? Просто нужны. Неважно, печалитесь вы или радуетесь. Вы сегодня нужны этому миру, этому обществу, этим людям. И Богу, конечно же, тоже. Ваши задачи. Какие у вас задачи? Что нужно выполнить? Так, здесь у нас кабалеро де эспадос. Ну, получается, что это типа рыцаря мечей, да? Карта показывает, что у вас есть задача преуспеть, подняться вверх, чтобы у вас выросли крылья, перебороть все трудности, быть сильным в этой борьбе, занять главенствующее положение, может быть, даже руководящее звено, стать хозяином положения. Просто вот именно подняться вверх, понимаете, ввысь. Сейчас вы на земле, ваш жизненный путь проходит по земле. Вы тесно сочетаетесь с людьми, соприкасаетесь с ними постоянно, но карта показывает, у вас вырастут крылья. Это ваша задача, вырастить эти крылья. Для чего это нужно? Ну, например, для вашего духовного развития, для подъема по социальной лестнице, где это духовное развитие абсолютно точно обеспечено. Потому что сначала человека нужно накормить, а потом уже привести его к Богу. Если он голоден, к Богу ему прийти очень трудно. Духовно развиваться ему будет невероятно тяжело. Поэтому, как только вы будете накормлены, вы пойдете вверх по социальной лестнице и в то же время начнете духовно развиваться. Это ваша задача, да, обрести свои крылья, подняться. Трудности и препятствия, которые возникают у вас сейчас на пути. Ну, тройка пентаклей. На самом деле это похвала вашего мастерства. Вам этого не хватает. Человек может буквально не ценить себя таким, какой он есть, профессионалом или работником, или просто выполняющим свои жизненные обязанности. Допустим, вы мама. Вы обеспечиваете этому миру прекрасных людей, которые вырастут и будут нести свои функции, которые будут выполнять свое жизненное предназначение. Вы, во-первых, в этот мир выпустили новых людей. Но вы домохозяйка, и вам кажется, что вы ни на что не годны совершенно, что это так скучно. А на самом деле вы каждый день обеспечиваете кому-то уют, тепло, любовь, заботу, внимание, еду и чистоту и все это прочее. Ну как же может быть это не важно? Важнее просто не придумаешь. И если вас никто не похвалил, это не значит, что вы ничтожны, да, или как сказать, никчемны. Вы несете очень важное в этот мир. Да, какая бы ни была у вас профессия, может быть, вы уборщик, или повар, или врач. Ну, врач это вообще, да, лечит людей. Может, вас не похвалили, может быть, не так оценили, может, вовремя не дали премию, не подняли зарплату, не пришли клиенты. Знайте, что это все пустое. Просто пустое. Ваше препятствие в том, что вас не похвалили, да? Что не оценили так, как это по достоинству должно быть. И вам может быть обидно, и у вас нет стимула идти дальше, развиваться, обрести эти крылья, занять главенствующее положение, сделать еще лучше этот мир. Понимаете? Нужен порох в пороховницах, чтобы знать, кто ты есть на самом деле. И, конечно, вам нужна поддержка. Это очень большая важность у поддержки для каждого из нас. Когда хвалят человека за его труд, он себя чувствует нужным. Если вы не похвалили, он чувствует себя ничтожным. Понимаете? Но если человек сам за себя знает, какой он профессионал и что он приносит пользу, иногда ему не нужна похвала, значит, нужно обретать уверенность в себе. И тогда вы дождетесь этой похвалы в любом случае, потому что не будете обращать на это внимание.
Когда человеку ничего этого не нужно, ну, к нему липнет почему-то. Вот так бывает. Поэтому здесь я вижу, что вам нужно дойти вот этой уверенностью до того, чтобы пройти барьер вот этой непохвалы, как бы, да, непризнанности, и тогда точно все вас признают, понимаете, и поднимут выше головы, так скажем. Ваши сильные стороны. Но это и есть карта сила. У вас невероятная сила. Во-первых, вы, скорее всего, донор по энергетике. Это ваша сильная сторона. Внутри себя вы можете аккумулировать энергию. Во-вторых, вы умеете укращать. Что это значит? Справляться с внутренними демонами, со своей страстью, с дьяволом внутри, со зверем внутри. Справляться с внешними зверями, так скажем, да, в виде людей, которые еще не побороли свои инстинкты, у них вздорный характер. Вы можете их всех усмирить, уговорить, укротить, да, укротить, приручить. И, конечно, это ваша сильная сторона. Может быть, некоторая неконфликтность, умение справляться с собой, умение быть терпеливым человеком и умение ждать, когда вы, наконец, приручите, ну, как бы того нужного, или этот мир приручите, да. То есть, может быть, массу людей приручите вздорных, например, трудных. Вот. Да, это очень такие серьезные, сильные стороны. И вот сама по себе карта сила, да. У тебя есть сила. У тебя есть сила, ты все можешь. Почему ты разочаровываешься, если ты все можешь? Элементарно не хватает уверенности в себе. Просто ее, и не более того. Ваша цель. Ваша цель. Ну, конечно, звезда. Стать звездой – это ваша цель. Вы хотите обрести именно духовное начало, духовное знание. Вам нужно просвещение, вам нужно развиваться творчески, совершенно точно. И да, обрести крылья – это и есть развиваться творчески. Может быть, это какой-то даже простой функции, вы хотите перейти к более такой сложной, абстрактной функции, когда уже ты занимаешься чем-то таким высоким искусством, например. Там актерское мастерство, кто-то ходит по подиуму, кто-то пишет картины, кто-то пишет книги. Любое творческое ваше начало нужно развивать сейчас. Изучать, может быть, астрологию, эзотерику, познать другие страны, изучить их культуру, новые языки. Что угодно, что приподнимет вас в ваших же глазах. Вы знаете, звезда – это идти к своей звезде, это иметь надежду, веру в то, что все будет хорошо. И в то, что вы можете заниматься чем-то еще более таким возвышенным, чем вам, ну, как вам кажется, возвышенным, чем другие люди, чем простые вот такие профессии или там домашние обязанности. Конечно, это все бутафория на самом деле, потому что самые лучшие профессии, самые лучшие дела – это те, которые я перечислила. Работа на заводе, работа на автомобиле, на транспорте, да, еда, питье, учителя, там, медработники, все строители, все, кто обеспечивает эту жизнь людям. Потому что через них проходят сотни, а иногда тысячи за их жизнь людей. И, естественно, столько добра сделать, а потом сказать, все это попусту, да, ну это ж глупо. А когда ты звезда, ну да, ты развлекаешь людей, но ты им несешь как бы духовное такое успокоение, да, кажется, вот развлечение, успокоение. Но ведь это же не значит, что эта функция лучше, просто это твое развитие, это ты идешь, ты хочешь чего-то нового для себя, да, как бы взять и там разнообразить свою жизнь, вот понять, чего я еще могу достичь, там своих высот каких-то, развития вот это вот, там самовыражения своего, да, то есть чтобы люди восхищались, хочется там поднять себя в своих глазах. Но на самом деле истина в другом, да, как я уже рассказала. И вам стоит об этом задуматься, насколько вы полезны прямо сейчас. То есть это важно знать, что да, ты можешь стать звездой, конечно, у тебя есть много силы и упорства, и, может быть, там, талантов, но ты прямо сейчас полезный человек. И прямо сейчас нужно уметь себя просто ценить за это и уважать. Даже если никто этого не сказал.
Ну, вот такой сегодня ответ дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч!